Далее для освещения событий первой половины дня ко мне присоединятся мои коллеги, которые расскажут о событиях в экономике, спорте и о чрезвычайных происшествиях. А пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар остановился на отметке 61 рубль 23 копейки, евро 68 рублей 5 копеек. Все позиции обмена доллара в Якутске сегодня за Восточным банком. Покупает за 61 рубль 10 копеек, а продает за 61 рубль 65 копеек. Обмен евро сегодня тоже выгоднее всего предлагает Восточный. Покупает за 68 рублей ровно, а продает за 68 рублей и 40 копеек. Двигаемся далее и переходим к другим новостям. Субсидии на создание центров для одаренных детей за 3 года получат 45 субъектов России. Напомню, что в 2018 году в соответствии с указом президента страны Владимира Путина принят проект федерального масштаба «Успех каждого ребенка». Он предполагает создание к 2024 году в 85 субъектах России региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Отмечу, что в 2019-м в Малой академии наук Якутии организовали 8 образовательных программ. В них приняли участие около 400 школьников. Еще одно яркое событие – Якутская международная исследовательская школа. В течение 10 дней школьники из Якутии и Гонконга разрабатывали исследовательские экспресс-проекты в области естественных, технических и гуманитарных наук. Также на базе рекцентра прошла 8-я Азиатско-Тихоокеанская конференция молодых ученых. В рамках федеральной программы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в региональном сосудистом центре РБ-2 был приобретен новый ангиограф. Новый аппарат, как отмечают врачи, не только увеличивает возможности диагностики, но и расширяет спектр услуг. На открытии нового кабинета ангиографии в эти минуты находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй, ждем подробностей. Добрый день, Василий. Ну вот в эти минуты мы здесь находимся именно внутри самого кабинета. Новый аппарат стоимостью 53 миллиона был приобретен в прошлом году. Он именно последняя модель компании Philips. Как отмечают специалисты, по сравнению со старым аппаратом, новый аппарат имеет больше возможностей, так как аппарат, который здесь находится, он двигается на 360 градусов, и вся эта техника, она двигается. Для установки данного аппарата в прошлом году здесь реконструировали полностью данный кабинет. Раньше здесь находилось другое. Ну а если дальше пройти, то мы здесь можем увидеть ситуационный центр, где могут они именно напрямую наблюдать, как здесь происходит хирургическое вмешательство. Но более подробно, какие методы диагностики здесь будут проявляться, нам расскажет исполняющий обязанности отделения Семен Верстов. Здравствуйте. Да, с помощью данной аппаратуры мы будем увеличивать количество и в сторону количество операций, качество операций. Этот аппарат называется Philips Ozerion 7. Он является последней моделью данной фирмы. Раньше работали на другом аппарате, он у нас постарел, в последнее время возникали проблемы. Но будем надеяться, что таких проблем уже не будет. С помощью данной установки мы проводим все виды эндоваскулярных вмешательств. Это операции на сердце, сердечных артериях, на артериях головного мозга. Основные наши больные – это больные с инфарктом миокарда, с нестабильностью энокардии, ишемическими инсультами в остром периоде и больные с аневризмами артерий головного мозга. Ну и планируем широко применять, работать в периферических артериях, это артерии нижних конечностей. Спасибо. Хочется отметить, что с помощью прошлого аппарата, который установлен в соседнем кабинете, всего с начала 2010 года было проделано более 30 тысяч хирургических вмешательств и диагностик, но с появлением нового аппарата здесь расширятся не только функциональные возможности диагностирования, но и возможности лечения и проведения каких-то сложных диагностик. На это у меня все. Василий.
Дмитрий, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что на открытии нового кабинета ангиографии в эти минуты побывал наш корреспондент Дмитрий Тимыров. Ну а мы возвращаемся к обсуждению событий в экономике. Утверждены прогнозные планы и программа приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом сообщило правительство России. Более же подробно расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а собственно, куда будут направлены деньги, полученные от приватизации? Василий, приветствую. Деньги, полученные от приватизации госимущества, планируется направить на реализацию стратегических планов развития и расширения инвестиционных программ. В Минфине ожидают, что это позволит активизировать инвестиционную деятельность этих компаний. Получается, что за пределы компании они никуда не уйдут. Получается так. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год. Продать предполагается 186 акционерных обществ, 86 унитарных предприятий, долей в 13 обществах с ограниченной ответственностью. Также избавиться предполагается от более 1000 объектов. На продажу будут выставлены в том числе доли в Росспиртпроме, банке ВТБ, Кизлярском коньячном заводе. Также Россия выйдет из капитала «Алмаз Ювелир Экспорта». О конкретных сроках и способах продажи акционерных обществ не говорится. Их определят после рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов и на основании конъюнктуры рынка. Минэкономразвития дополнила программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса новым видом кредита на развитие предпринимательской деятельности, по которому можно получить до 10 миллионов рублей на срок до 5 лет по ставке не выше 9,95% годовых и по упрощенным требованиям. Напомню, программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки малого бизнеса в феврале прошлого года. По ней можно получить льготный кредит на пополнение оборотных средств в размере до 500 миллионов рублей на срок до 3 лет и на инвестиционные цели от 500 тысяч рублей до 2 миллиардов на срок до 10 лет. Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью Жилищного кодекса Кабинет министров внесет на рассмотрение парламента в сентябре. Законопроект поручено подготовить Минстрою. Нововведения в законодательство готовы поддержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблемы завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальны для многих российских регионов. Однако в Общероссийском народном фронте отмечают, что один закон ситуацию в отрасли вряд ли изменит, и правительству лучше поработать над повышением доходов россиян. В правительстве обсуждаются меры расширения рынка электрокаров в России. Несмотря на рост сегмента, в России пока эксплуатируется всего около 4500 электромобилей или примерно 0,1% от всего автопарка. В проекте документа предлагается разрешить собственникам электромобилей в России ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам бесплатно. Также предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога. Указанные мероприятия направлены на стимулирование производства электрокаров в стране, субсидирование изготовителей и всевозможные налоговые льготы. Перечень кредитных организаций, участвующих в программе «Дальневосточная ипотека», расширен до 14 банков. Ипотеку под 2% уже выдают Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк Дом.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу войдут также Банк Открытие, Восточный, Банк Долинск, Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмаз Иргиенбанк, сообщили в Минвостокразвития. Полный список банков-участников опубликован на сайте Дом.РФ, который выступает официальным оператором программы. Дополнительную информацию по программе можно узнать по телефону горячей линии 8 800 301 54 45. Звонок бесплатный. С 10 января по 15 апреля этого года Миноборнауки Якутии начнет принимать заявки от претендентов на вакантную должность в сельские школы республики в рамках федеральной программы «Земский учитель». В этом году профильное ведомство утвердило 19 вакансий. Программа будет действовать в период 2020-2022 годов. В Якутии предварительно предусмотрено 50 квот, 19 из которых приходятся на этот год. И по ним в декабре прошлого года уже утвержден перечень педагогических вакансий.
программе смогут принять участие учителя в возрасте до 55 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее. Они должны быть готовы к переезду и отработать в сельской местности не менее 5 лет. В мае уже будут определены те педагоги, которые переедут работать в сельские школы и получат единовременную компенсационную выплату в размере 2 миллионов рублей. С перечнем вакантных должностей по программе «Земский учитель» можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки нашей республики. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, передаю слово тебе. Как будут развиваться события в мире экономики, расскажем в следующих выпусках. Ну что ж, Иван, спасибо за информацию и за экономический обзор. Ну а мы переходим к новостям, которые произошли за пределами нашей страны. Мировые новости в эфире. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс объявили, что выделят $1 миллиард австралийских долларов, а это около 700 миллионов долларов США, на ликвидацию последствий пожаров. О текущей ситуации в стране расскажет Татьяна Гамозова. Власти Нового Южного Уэльса выделят $1 миллиард австралийских долларов на восстановление после природных пожаров. Об этом заявила в четверг глава штата Глэдис Береджиклян. Деньги пойдут на перестройку инфраструктуры, которая пострадала или оказалась уничтожена, или нуждается в улучшении. Таким образом, общины могут быть спокойны за процесс ликвидации последствий. Штат ранее выделил 166 миллионов на борьбу с огнем, а правительство страны заявило, что всего на помощь пострадавшим населенным пунктам будет потрачено $2 миллиарда австралийских долларов, то есть около 1,5 миллиардов долларов США, а при необходимости и больше. Пожары полыхают на юго-востоке Австралии уже несколько месяцев. Несмотря на прошедшие в конце прошлой недели дожди, облегчения не предвидится. С начала возгораний погибли 27 человек. Выжжено более 10 миллионов гектаров территории. Это площадь Южной Кореи. Тысячи австралийцев остались без крова, многим пришлось эвакуироваться несколько раз. Военные только в среду вечером завершили спасательную операцию на побережье в штате Виктория, где люди оказались в кольце огня, несмотря на призывы покинуть опасную зону. Власти штата продлили чрезвычайное положение до вечера субботы. В ближайшие 2 дня там ожидают обострения ситуации. Камера видеонаблюдения зафиксировала в четверг извержение мексиканского вулкана. Служба гражданской обороны призвала граждан не приближаться к его подножию, рассказывает Сергей Берец. Попокатепетль или Эль-Попо, один из наиболее активных вулканов Мексики, утром в четверг изверг из своего жерла лаву, камни, а также столб газа и пепла, который поднялся на высоту 3 километров. Мексиканская служба гражданской обороны объявила желтый уровень вулканической опасности и предостерегла граждан от приближения к подножию горы. Спасатели советуют местным жителям следить за официальной информацией, держать под рукой документы и предметы первой необходимости и знать, где расположено ближайшее укрытие. Вулкан, высота которого составляет 5426 метров, расположен в 70 километрах юго-восточнее Мехико и хорошо виден из города в ясную погоду. На Эль-Попо нацелены многочисленные автоматические камеры, и видеокадры его извержений, крупных и не очень, сразу становятся достоянием пользователей социальных сетей. Палата представителей Конгресса США проведет на этой неделе голосование по резолюции, ограничивающей возможности президента принимать меры военного характера в отношении Ирана. Повод для этого дал ракетный обстрел американских баз в Ираке, осуществленный иранцами в ответ на удар с беспилотника по аэропорту Багдада, в результате которого, напомню, был убит влиятельный генерал Касем Сулеймани. Стороны обменялись обвинениями в агрессии. Тегеран не отказывается от новых акций возмездия. Между тем, Дональд Трамп считает, что Иран снижает военную активность. Поздно вечером в среду в зеленой зоне Багдада раздались 2 взрыва. Предположительно, по району, где расположены правительственные учреждения и зарубежные представительства, были выпущены неуправляемые ракеты. Одна разорвалась в 100 метрах от посольства США. Кто нанес удар, неизвестно. В тот же день опубликованы спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, сделанные частной компанией Planet Labs.
В ночь со вторника на среду ее, а также базу Эрбиль обстрелял баллистическими ракетами иранский корпус стражей исламской революции в целях возмездия за гибель командующего силами спецопераций КСИР генерала Касема Сулеймани. Он был убит ударом с американского беспилотника в аэропорту Багдада 3 января. Выпущенные Ираном ракеты повредили ангары и другие объекты на базе. Утверждения Тегерана о гибели 80 американцев не подтверждаются. После обстрела американских баз в Ираке Иран, похоже, решил выйти из состояния повышенной боевой готовности, заявил в среду президент США. Дональд Трамп добавил, что его страна рассматривает различные варианты ответа на то, что он назвал иранской агрессией, и немедленно вводит новые жесткие санкции экономического характера против режима в Тегеране. Иран, по словам Трампа, должен отказаться от ядерных амбиций и поддержки терроризма. Он предложил участникам сделки по ядерной программе Ирана дистанцироваться от договора и начать переговоры о новом соглашении по этому вопросу. От угроз применения силы Трамп воздержался. Ранее он обещал атаковать 52 объекта на территории Исламской Республики, включая исторические и художественные памятники. О готовности Вашингтона начать переговоры с Тегераном без предварительных условий ради сохранения мира сообщила в письме, адресованном Совету Безопасности, постпред Соединенных Штатов в ООН Келли Крафт. Убийство генерала Сулеймани в Багдаде она обосновала статьей 51 Устава ООН, дающей государствам-членам право на самооборону. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила о предстоящем на этой неделе голосовании по резолюции, ограничивающей возможности президента принимать меры военного характера в отношении Ирана. Этому предшествовал брифинг высших представителей администрации, на котором они не предоставили законодателям полную информацию относительно стратегических решений. После брифинга одни конгрессмены назвали убийство Сулеймани шагом, обеспечивающим интересы США в сфере безопасности, другие подвергли критике действия администрации Трампа. Берлинский зоопарк опубликовал новое видео с пандами-близнецами, родившимися в сентябре. Как уверяют работники, детеныши чувствуют себя хорошо и уже совсем скоро смогут выйти на публику. За тем, как подрастают панды-близнецы в берлинском зоопарке, пока можно следить только по видеоотчетам. Очередной опубликован во вторник. Мэн Сян и Мэн Юань родились 29 сентября и остаются за кулисами на попечении матери Мэн Мэн. Звери в хорошей форме и весят уже больше 8 килограммов каждый, что соответствует их возрасту. По словам смотрителей, их публичный дебют состоится в конце января или начале февраля. Медвежата – первые и на данный момент единственные детеныши панды в Германии. Их родители Мэн Мэн и Цзяо Цин прибыли в Берлин из Китая в 2017 году. Церемония встречи прошла в присутствии канцлера Ангелы Меркель и председателя Си Цзиньпина. По двустороннему соглашению близнецы вернутся на родину, когда смогут обходиться без матери. Возвращаемся к обсуждению новостей нашей страны. Подъем и развитие Дальнего Востока объявлен приоритетом на 21 век. Правительство страны начало проводить ряд социально значимых проектов в макрорегионе. И новый 2020 не станет исключением. Что ждет дальневосточников в этом году? Разбор темы подготовил мой коллега Дмитрий Тымыров. Коллеги, здравствуйте. В конце 2019 года правительство страны запустило беспрецедентную программу поддержку молодых семей «Ипотека по 2%». Данная программа также распространяется на получателей дальневосточных гектаров. Если первые ограничиваются возрастом 35 лет включительно, то вторые получатели гектара земли не ограничиваются ими. Данная программа в этом году заработает в полную силу и даст толчок расширению границ и по улучшению жизни дальневосточников. Так, в этом году на базе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики заработает проектный офис. В него войдут сотрудники ряда министерств и ведомств, специалисты банков, кредитных организаций, строительных фирм и другие. Основными задачами офиса станет контроль за выдачей ипотеки, мониторинг программы в регионах. Первое заседание намечено на вторую половину января.
Также в этом году продолжится работа по поддержке демографии в этом округе страны. Так продолжатся выплаты по дальневосточному демографическому пакету поддержки семей с детьми, который заработал еще в 2019 году. Он включает в себя единовременные выплаты при рождении детей, региональный материнский капитал и программа снижения ставки по ипотечным продуктам. В этом году продолжит работу программа поддержки учителей, врачей и фельдшеров. С 1 января 2020 года размер единовременных компенсационных выплат по программе «Земский врач», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» увеличен в 2 раза. Теперь подъемный составит 2 миллиона, а не 1, как было до этого. Еще больше социально значимых объектов построят в этом году. Так планируется строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Деньги на эти выделят в рамках так называемой дальневосточной единой субсидии. Куратором выступает Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Программа «Единая субсидия» рассчитана до 2022 года. Регионы в общей сложности получат более 94 миллиардов рублей. На эти средства будут построены 493 объекта, реконструировано 946 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения. Выравнивание энерготарифов в 5 дальневосточных регионах будут продлены. Механизм предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промпотребителей до среднероссийского уровня. В частности, в Чукотском автономном округе снижение тарифа составило почти 70%, в Якутии 48%, в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях до 34%. Тариф снизился для 86 тысяч предприятий и 7 тысяч бюджетных организаций. Действие механизма позволяет дальневосточным предприятиям экономить на электроэнергии более 27 миллиардов рублей в год. Сэкономленные средствами регионы распоряжаются самостоятельно. Как правило, они направляются на развитие социальной сферы. С этого года в Якутии и ряд других субъектов Дальнего Востока войдут в программу повышения трудовой мобильности населения. Всего в 2020 году участие в программе планирует принять 58 компаний из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Так, с прошлого года для работодателей, участвующих в региональных программах повышения трудовой мобильности на территории Дальнего Востока, увеличен размер финансовой поддержки на каждого привлеченного работника с 225 тысяч рублей до 1 миллиона рублей по решению руководителя субъекта Российской Федерации. Напомним, программа повышения мобильности трудовых ресурсов действует с 2015 года. С начала ее действия на Дальний Восток привлечено более 2000 человек. И в конце коротко о том, какие законы вступают в силу с этого месяца, о которых мы не говорили ранее. С 1 января медработникам, выявившим онкозаболевания при диспансеризации и профилактических осмотрах, начнут платить стимулирующие выплаты. Как ранее пояснил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Оголь, на эти цели планируется тратить 1 миллиард 200 миллионов рублей в год. От обложения налогом на доходы физлиц освобождается материальная помощь, оказываемая вузам, студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам, стажерам. При этом установлено, что сумма помощи не должна превышать 4000 рублей за налоговый период. Теперь судебные приставы смогут общаться с гражданами онлайн, в том числе передавать ряд документов через личный кабинет на портале госуслуг. Также закон разрешает при согласии гражданина отправку извещений о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства посредством СМС. Любителям рыбалки больше не придется покупать именное разрешение для того, чтобы половить рыбу, а рыбопромысловые участки, где нельзя это делать свободно, закроются. Таким образом, свободно рыбачить можно будет в любом водоеме, за исключением тех, что расположены возле военных объектов и в охраняемых природных зонах. Для музеев, театров, библиотек, учредителем которых является регион или муниципалитет, обнуляется ставка налога на прибыль. С нового года инвалидам по слуху должно быть доступно не менее 5% программ от объема вещания телеканала в неделю. Такая норма включена в перечень лицензионных требований, установленных для телеканалов. С 1 января выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается. Исключение составляет случай, когда такие собаки находятся на огражденной частной территории. Тогда при входе на данную территорию должна быть сделана предупреждающая надпись. На этом у меня все.
Ну а мы продолжим тему нововведений. За неоплату проезда по платной дороге будут штрафовать. Соответствующие поправки к Кодексу о административных правонарушениях внесло правительство в Госдуму. Так, за нарушение владельцы легковых автомобилей должны будут заплатить 2500 рублей, а водители автобусов и грузовиков 5500. Отслеживать нарушения будут с помощью автоматических камер, а выносить постановление о них будет Ространснадзор. Однако в случае, если водитель в течение 60 дней погасит задолженность перед владельцем платной дороги, штраф отменят. Как отмечается, данное изменение необходимо для запуска безбарьерного проезда по платным дорогам. Речь идет о системе Free Flow, позволяющей отказаться от традиционных пунктов взимания платы со шлагбаумами. Около 26 километров дорог отремонтируют в Якутске в 2020 году. Плановый объем бюджетных средств составляет 1,5 миллиарда рублей. В проект вошли 22 объекта улично-дорожной сети столицы. Отмечается, что в 2019-м в столице работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту прошли на 19 дорожных объектах. Протяженность их составила 25,8 километра в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным мэрии, проведен капитальный ремонт 13 улиц, завершено строительство 3 автодорожных мостов через реки Мархинка, Шестаковка в селе Пригородный и в микрорайоне Северный. В Нерюнгринском районе после новогодних каникул возобновили дорожные работы. Сейчас на прямой связи находится наша коллега Александра Цыбикова. Здравствуй, Александра. Расскажи, каким образом осуществляют вывоз снега в Нерюнгре? Здравствуй, Василий. Сказать, что за период новогодних праздников у нас накопилось много снега, я не могу. Как вам вчера поведала моя коллега Екатерина на прямом эфире, у нас погода стояла раз прекрасная, осадков выпало немного. Но, тем не менее, гололед на дорогах образовался. Стоит отметить, что дорожные службы в этом году приступили вовремя, своевременно к работе, очищают улицы от льда, от наледи, делают подсыпки. Каким образом они посыпают, сколько раз и сколько всего единиц техники задействовано, мы узнали у начальника дорожно-транспортного отдела и благоустройства города Нерюнгри Антона Тишкова, и вот что он нам сказал. На уборке улиц задействовано порядка 15 единиц техники, в том числе 1 автогрейдер и порядка 8 погрузчиков. На данный момент производится уборка улиц и внутриквартальных проездов. Тротуары убираются у нас по мере необходимости и по погодным условиям. Также у нас производится подсыпка мелким щебнем в 2 смены, в первую и во вторую, по мере необходимости, либо с погодными условиями. Вывоз снега производится у нас при комплексной очистке улиц, также вывозятся валы, которые затрудняют видимость. На этом у меня все. Остается надеяться, что погодные условия продолжат баловать Южную Якутию. Василий. Александра, спасибо за информацию. Ну а мы двигаемся далее. С 1 января вступили в силу отдельные положения Федерального закона об ответственном обращении с животными. Так, с этого года запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород. Список потенциально опасных пород собак ранее был утвержден правительством России. Свободно прогуливаться такие животные могут только на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе. Данные потенциально опасные собаки должны содержаться, во-первых, должны в общественных местах находиться рядом с владельцем, на коротком поводке, с намордником. Должны обеспечиваться вот такие условия. Также свою территорию и собственность должен при входе установить табличку, запрещающую о том, что на данной территории содержится потенциально опасная собака. Также, согласно новым нормам законодательства, предусмотрено строительство приюта для пожизненного содержания бездомных животных, в частности, собак агрессивных пород. Остальных же будут стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать на волю. Какие уже есть результаты и как отреагировали зоозащитники нашего региона, разбиралась Полина Долинская. Ситуация с бродячими собаками, несомненно, больной вопрос для республики. По статистике, только в Якутске каждый день бродячие собаки нападают на 3 человек. А это более 1000 жителей в год. И при этом каждому после этого требуется помощь врачей, длительное лечение и психологическая реабилитация. Серьезная попытка цивилизованно решить проблему была предпринята только в 2015 году. В Якутске тогда открылся первый пункт передержки безнадзорных животных. Построило его муниципальное предприятие «Жилком
«Жилкомсервис», закрепив за собой право на дальнейшую эксплуатацию. На сегодняшний день в пункте передержки бездомных животных содержится более 190 собак и 23 кошки. По словам работников пункта, каждый год с закрытием дачного сезона число обездоленных братьев наших меньших увеличивается и в осенний период достигает до 300 особей. Администрация прежде всего ставит вопрос о безопасности и комфортном проживании наших граждан города Якутска. И в связи с чем город Якутск также будет оказывать всяческие содействия в данном вопросе. И я думаю, муниципальное наше предприятие «Жилкомсервис» также будет принимать участие в конкурсе, уже проводимом не нами, а департаментом ветеринарии по содержанию и отлову данных безнадзорных животных. С 1 января 2020 года федеральный закон об ответственном обращении с животными вступил в силу. Согласно этому законопроекту предусмотрено строительство приюта для пожизненного содержания бездомных животных, в частности собак агрессивных пород. Остальных собак будут стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать на волю. Полномочия по отлову и содержанию бездомных животных Якутска передали в ведение республики. И только за 2019 год в Якутске выловили более 4000 безнадзорных животных. Для городского пункта передержки такое количество животных, конечно же, превышает нормы. И тут же администрация города заявила, что не может справиться с этой работой. И предложила некоммерческим организациям взять на свое обеспечение приемник, объявив при этом грант. А скажите, вопрос такой, а мэрия готова выделить земельный участок просто для того, чтобы частное предприятие инвестировало в него, построило само объект, само его содержало на коммерческой основе? Вот вопрос очень хороший, потому что согласно новому законодательству приюты могут быть государственными, муниципальными и частными. На данный момент приемник находится в ведомстве Жилкомсервиса, и, как сказали в мэрии, они оказывают услуги содержания в рамках бюджета, которых явно не хватает не то чтобы на нововведение в федеральном законе, но и на минимальные нужды, такие как медикаменты и даже сено для подстилок. Но, тем не менее, Жилкомсервис – это единственная организация, которая подала заявку на участие в гранте, результаты которого будут объявлены 13 января. Это зависит от хозяев, которые берут на себя ответственность о их содержании своих питомцев. Надо, как говорится, держать на контроле, потому что на детей же нападают. Наверное, правильно стерилизовать бездомных собак в городе. Лучше бы создавали бы приюты, которые были бы надежные для собак, надежные для людей, потому что, мне кажется, они будут еще озлобленнее, если их будут чипировать и отпускать опять на волю. Основная проблема ежегодного увеличения количества брошенных животных – это люди, которые, наигравшись, сами же и выбрасывают на улицу бывших любимцев. Экзюпери еще в 20 столетии сказал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Почему же в 21 веке это больше не работает? Полина Долинская, Григорий Николаев, Якутск. Переходим к обсуждению темы чрезвычайных происшествий. Очередной жертвой мошенничества в интернете стал житель Нерюнгри. Решив приобрести билеты на проезд через интернет, мужчина лишился почти 4000 рублей. Подробности в рубрике «Чрезвычайные происшествия» расскажет Александр Хавренко. Александр, а как мужчина попался на уловки мошенников? Он открыл первый попавшийся сайт в интернете и оформил покупку, увидев там довольно низкие цены. При этом он не удостоверился в безопасности площадки. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. И начнем мы с новостей нашего региона. В полицию Нерюнгринского района обратился 38-летний житель Нерюнгри. Мужчина пояснил, что решил приобрести подешевле билеты на железнодорожный транспорт до Благовещенска для своей дочери. Для этого он воспользовался интернет-сайтом, который ему выдал поисковик. Мужчина ввел все необходимые данные и указал адрес своей электронной почты, куда должны были отправить электронный билет. Затем со своей банковской картой произвел оплату в сумме 1850 рублей. Через некоторое время потерпевший решил проверить, отправили ли ему билет. Однако билета не оказалось. Тогда мужчина решил связаться с технической поддержкой сайта. В ответном сообщении говорилось, что якобы некоторые данные были введены некорректно, и их необходимо ввести еще раз и еще раз совершить оплату в том же размере. Заявителя это не смутило, хотя списание денежных средств уже произошло при первой попытке. И он снова повторил все действия. В результате мужчина лишился 3700 рублей и остался без билета. В Ленске завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего местного жителя в покушении на убийство.
Следствием установлено, что 26 октября 2019 года обвиняемый и его 48-летняя супруга на кухне своей квартиры распивали спиртные напитки. В ходе застолья он предъявил женщине претензии по поводу злоупотребления алкоголем, и на этой почве между ними возникла ссора. По мере развития конфликтной ситуации супруги вышли на балкон квартиры, расположенной на 3-м этаже дома, где мужчина толкнул женщину к перилам, после чего схватил ее руками в области бедер, приподнял и перекинул через ограждение. Пытаясь удержаться, женщина схватилась за руки мужчины и попыталась влезть на балкон, однако обвиняемый разжал ее руки, и потерпевшая упала вниз. В результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей таза, ребер и плечевой кости и была госпитализирована в медучреждение. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении, дал следствию показания о причинах и обстоятельствах произошедшего. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В столичном ГИБДД за праздничные выходные зарегистрировали 2 факта наезда на пешеходов. Первый случился 2 января около полуночи. Водитель 97-го года рождения, управляя автомашиной Toyota Camry по улице Дзержинского, на пешеходном переходе проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате совершил наезд на пешехода, мужчину 78-го года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован с закрытым переломом костей правой голени и ушибом мягких тканей грудной клетки. Второй случай произошел 7 января, примерно в 10 часов утра. Водитель 95-го года рождения на автомобиле Toyota Succeed, двигаясь по улице Жарницкого, совершил наезд на пешехода, девушку 2000 года рождения, которая переходила проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход. В результате наезда пострадавшая доставлена в медучреждение, где ей был поставлен диагноз сотрясение головного мозга, ушиб правого предплечья. Назначено амбулаторное решение. По обоим фактам дорожного транспортных происшествий сотрудниками полиции проводится проверка. Также в праздничные дни сотрудники ДПС особое внимание уделяют выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года выявлено и отстранено от права управления транспортным средством 51 водитель, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения. Из них 14 человек не имели водительских удостоверений и 6 были привлечены к ответственности за вождение в алкогольном опьянении повторное. Переходим к российским новостям. В республике Коми в городе Ухта ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По сообщению представителей МЧС, в ходе тушения пожара из-за активного горения и высоких температур произошла разгерметизация 4 емкостей. Пенная атака позволила снизить температуру и давление в резервуарах, а также ликвидировать возгорание. В настоящее время пожарными проводится проливка территории. На месте работает лаборатория по измерению ПДК. Превышение не выявлено. По данным регионального главка МЧС, для тушения и ликвидации последствий пожара привлечено 104 человека и 19 единиц техники. На сегодняшний момент, на данный момент, локализация пожара произведена. Полностью пожар на земле затушен, идет возгорание жидкости, которая осталась в емкости. Подъехал пожарный поезд со станции Сосногорск с 2 емкостями по 60 кубов и 5 тонн пенообразователя. Сейчас в данный момент идет заливка места пожара пеной, идет тушение. Так что угрозы, что будут еще взрывы, нет. И в завершении выпуска к мировым новостям. Тысячи людей вышли на акцию протеста в Белграде против Черногорского закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. По мнению оппонентов, закон ущемляет права сербской православной церкви в Черногории и чреват изъятием ее собственности в пользу государства. Автором идеи многие наблюдатели считают черногорского президента. Подробности в репортаже Сергея Берец. Тысячи православных сербов собрал протестный молебен шествия в Белграде вечером в среду. Его участники, духовенство и миряне, возмущены законом Черногории о религии, который был принят в конце прошлого года и вступил в силу на Рождество по юлианскому календарю. Одно из положений документа допускает изъятие в пользу государства собственности Сербской православной церкви в Черногории. Чтобы избежать национализации, религиозные общины должны доказать, что недвижимое имущество принадлежало им до 1918 года, когда Черногория в союзе с Сербией стала частью королевства сербов, хорватов и словенцев. У собора святого Саввы после богослужения к верующим обратился епископ Стефан. Пусть же Господь даст волю и силу нашим братьям в Черногории, тем, кто с нами, и тем, кто против нас, потому что в течение последних 30 лет наши люди были лишены там свободы.
По мнению иерарха, паства Сербской православной церкви утратила свободу в Черногории, когда к власти в стране в 1991 году пришел в прошлом премьер-министр, а ныне президент Мило Джуканович. Участница протестного молебна Елена разделяет мнение о том, что идея экспроприации церковной собственности принадлежит ему. Режим Мила пытается прибрать к рукам все имущество Сербской православной церкви. Он не имеет на это права и должен отозвать закон. Акции протеста против политики Подгорицы в отношении свободы вероисповедания и правового статуса религиозных общин прошли в самой Черногории, Сербии и Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Прозападный политик Джуканович обвиняет сербскую православную церковь в подрывной деятельности и отстаивании интересов Белграда. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня все. Александр, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что обзор чрезвычайных происшествий в республике, стране и мире для нас провел мой коллега Александр Хавренко. Двигаемся далее. Покорители холода собираются в путь. В Якутии стартует проект, в котором добровольцы будут искать рекордно низкую температуру в Якутии. В течение 2 недель экстремалы будут измерять температуру воздуха, живя в палатках в тайге. Сейчас покорители холода собираются в экспедицию, и с ними на месте находится наш корреспондент Саргалана Неустроева. Саргалана, здравствуй. Ждем подробностей. Здравствуйте, Василий. 12 января, уже послезавтра, первые в Якутии покорители холода отправятся в 2-недельную экспедицию, в ходе которой они измерят самую низкую температуру в населяемой части планеты. Известно, что экстремалы уже проверили, протестировали палатки, в которых будут жить. Это палатки от местных производителей Хату Тент, в основу изготовления которых входит так называемая автоодеяло. Прототипом палатки стали традиционные палатки оленеводов, и подробности о ходе проекта, о подготовке к нему и об его участниках. О его участниках нам расскажет биолог-путешественник, опытный гид Герман Арбугаев. Здравствуйте, Герман. Здравствуйте. Да, 12 января мы стартуем. Значит, у нас в экспедиции, я руководитель Верхоянской группы, у нас будет 2 гостя, которые становятся членами экспедиции. Это, значит, журналистка Наталья у нас будет, она является советником руководителя турагентств. Значит, будет у нас блогер, у которого более 200 тысяч подписчиков. Константин, это он и является корреспондентом журнала «Вокруг света». Они прибывают завтра. Вот тут, собственно, состав такой. И будет нам помогать местный проводник, это у нас Спиридон Шишигин, и 3 оленевода из Верхоянского района привезут оленей, которые будут участвовать в веерных замерах температуры уже таким мобильным электронным термометром. Вот. Ну, здесь мы, конечно, уже протестировали. Действительно, сегодня звонили со спутникового телефона, сказали, что минус 53. Уже такую палатку, которую вот мы тестировали, ее уже они поставили, печку поставили, все нормально. В общем, сейчас мы работаем над приготовлением уже, собственно, все собрано уже. Теперь осталось нам приготовить питание. На севере, конечно, белковая пища – это самое главное, чтобы не замерзнуть. Поэтому мы, главный консерватор у нас – это холод. Поэтому мы уже традиционно на базе нашего комплекса Чучур-Муран делаем вот такие традиционно. Хотим, продукты должны быть только у нас местные. Ну вот это вот фаршированные караси, они у нас замороженные, приготовленные. Также пирожки у нас будут. Так. Потом, значит, вот наши изделия сыровяленая оленина, это вот прессованная жеребятина, это все будет у нас для бутербродов. Вот. Для десерта у нас морожка, якутский мед, пирог, это все заморожено, приготовлено. Якутские лепешки. Ну и, конечно, это сыроедение. Самое главное, что фишка наша, это экологически чистая жеребятина, печень жеребенка, танцик – это вот перекрученная печень с внутренним жиром и с мясом жеребенка.
Ну, без строганины мы не обойдемся. Ну, а вот это вот у нас будет как в виде такого питания, знаете, как чипсы или как какие-то вот семечки, что-то энергетические такие. Это вот у нас вот. И вот лапша такая вот стали якутские производители делать. Вот тоже такое возьмем на испытание. И также у нас вот одежда. Конечно, одежда мы традиционно, вот торбоза такие вот, подшитые, вот, шитые оленёкскими рукодельницами из камуса и из кожи вот между копыт у оленя, которые. И кухлянки вот такие. Кухлянки, стриженный оленей мех, это производство Сахабулта. Это та одежда, которая должна нам помочь в вот таких низких температурах. Ну и, собственно говоря, все идет полным ходом. Осталось совсем немного. На каждый день у нас будет питание разнообразное. Спасибо вам, Герман. Желаем вам удачи в вашем путешествии, в вашей экспедиции. Ну и, конечно, чтобы вы нашли самую холодную точку нашей республики. На этом все. Василий. На прямой связи со студией была Саргалана Неустроева. Мы двигаемся далее. Курсы переподготовки на учителей иностранных языков проходят в Институте развития образования Якутии. Это уже второй семестр образовательной программы, по которой обучаются больше 10 курсантов из разных районов Якутии. Среди них есть учителя якутского языка, начальных классов, экономисты, инженеры горного дела. На курсах они изучают новые технологии преподавания английского, а также использование электронных ресурсов на уроках. Курсантам читают и лекции о проектной деятельности, не обойдется без практики, а также открытых уроков в школе Якутска. Обычно проходит 3 сессии, да, 3 сессии, и по окончании каждой сессии они сдают экзамены. Ну и в самом конце это они защищают итоговую квалификационную работу. То есть выпускную квалификационную работу пишут и защищают диплом. Основной упор, конечно, делаем на язык. Да, очень углубленно изучаем язык и также упор делаем на методику преподавания языка. Это основной предмет в нашем курсе. Переходим к обсуждению новостей спорта. ВАДА отправила уведомление о споре с российским антидопинговым агентством в спортивный арбитражный суд. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, какие санкции могут быть введены в отношении России, если суд примет то или иное решение? Василий, здравствуй. Если спортивный арбитражный суд поддержит решение ВАДА, то Россия будет лишена права проведения крупных соревнований, а также спортсмены не смогут выступать под флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Всемирное антидопинговое агентство отправило уведомление о споре РУСАДА по поводу санкций спортивный арбитражный суд. Об этом сообщает пресс-служба ВАДА. Напомню, в начале декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло решение лишить статуса РУСАДА и ввести санкции из-за махинаций с базой данных московской лаборатории. Российская сторона не согласилась с санкциями. Теперь этот спор будет решать спортивный арбитражный суд. До вердикта САС санкции ВАДА в силу не вступят. Также отмечу, что обе стороны могут опротестовать решение САС в Федеральном суде Швейцарии. Перед сборной России, которая выступит на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, не стоит медальный план. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Церемония открытия игр состоялась накануне. Российская команда выступит без каких-либо санкций. Страну представят 106 спортсменов. По численности россияне уступают только хозяевам соревнований – швейцарцам. Медального плана нет и быть не может, потому что основная задача всей нашей олимпийской делегации – показать максимальный результат, на который способны спортсмены. Строить медальный план было бы неправильно, потому что философия юношеских Олимпийских игр не о медальном зачете, она о другом. Это возможность молодым людям почувствовать себя олимпийцами. В этом возрасте это особенно ценно, сказал Поздняков. Сборная России со счетом 3-0 выиграла у команды Аргентины и вышла в полуфинал командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования проходят в Австралии. В одиночных играх Карен Хачанов обыграл Гавида Пельо со счетом 6-2, 7-6, а Данил Медведев оказался сильнее Диего Шварцмана. Встреча между ними завершилась со счетом 6-4, 4-6, 6-3. В парном противостоянии Теймураз Габашвили и Константин Кравчук со счетом 7-6, 6-4 выиграли у Максима Гонзалеса и Андреса Мальтени. В полуфинале турнира российская команда встретится с победителем матча между сербами и канадцами, который пройдет сегодня. Сам же турнир завершится 12 января.
Мадридский «Атлетико» со счетом 3-2 одержал победу над «Барселоной» в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу и вышел в финал. Турнир проходит в Саудовской Аравии в формате финала 4. В составе победителей результативными ударами отметились Коки, Альваро Мората и Анхель Корреа. У каталонцев отличились Лионель Месси и Антуан Гризман. Таким образом, в финале турнира состоится мадридское дерби. Соперником «Атлетико» будет «Реал», который в среду со счетом 3-1 обыграл «Валенсию». Матч за Суперкубок Испании пройдет 12 января. Нижегородская «Торпеда» со счетом 4-1 выиграла у казанского «Акбарса» в выездном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе гостей по дублю оформили Антон Шенфельд и Данил Веряев. Единственную шайбу казанцев забросил Владимир Галузин. Благодаря успеху в этой встрече «Торпеда» прервала победную серию «Акбарса» в очном противостоянии, которое составило 7 матчей. Нижегородский клуб в турнирной таблице западной конференции занимает 8-е место, набрав 50 очков. «Акбарс» лидирует на Востоке, имея в активе 66 пунктов. В следующем матче «Торпеда» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Акбарс» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». В Якутске стартовал первый республиканский турнир по хоккею с шайбой на Кубок «Динамо». Он приурочен к 75-летию Великой Победы и Году патриотизма в Якутии. В соревнованиях принимают участие 4 команды. Сборные Мегино-Кангаласского, Алданского и Намского районов, а также команда «Динамо». Победители и призеры турнира будут определены по итогам 3 соревновательных дней по круговой системе. Турнир примечателен тем, что выступают в нем представители ветеранской лиги 40+, а большинство игроков команды «Динамо» – это ветераны МВД республики. Как нам рассказали организаторы, этот турнир в будущем станет ежегодным. Мы вот сейчас уже после того, как ушли на пенсию, все-таки решили осуществить нашу детскую мечту, наверное, да, и взялись за клюшки, надели коньки и начали заниматься нашим любимым видом спорта. И вот этот турнир мы хотим, для того, чтобы хоккей был как-то передан в массы, чтобы больше людей увидело, что у нас в Якутии есть хоккей. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Василий, тебе слово. Власти, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что обзор спортивных событий для нас произвел мой коллега Власий Сергеев. Ну а сейчас среднесуточная погода в крупных городах Якутии. Забегая же вперед, скажу, что погода продолжает нас радовать довольно сильным потеплением, хоть и наблюдается небольшое понижение температуры по сравнению со вчера. В Алдане минус 15 градусов, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, давление составило 712 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленск минус 17 градусов, облачно, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В Мирном немного холоднее, минус 22 градуса по Цельсию, давление там составило 732 миллиметра ртутного столба. Ветер же дует со скоростью 6 метров в секунду, довольно сильный в порывах. В Нерюнгри минус 17, ветер 1 метр в секунду, облачно, без осадков. Облачно и в Якутске по температуре у нас следующая картина, минус 24 градуса, облачно, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, давление же составило 755 миллиметров ртутного столба. И на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.